Всем привет! Сегодня у нас обзор вот такого ножа. В конце скажу, куда едет, кто купил, то есть заказал. Вот. Ну, начнем с ножен. Ножны из натуральной кожи, растительного дубления. Вот это вот я сам покрасил. Оставил такой непокрашенный участок и переход сделал пчелиным воском. Вот. Покрыл лаком для кожи. У него такой блеск есть и приятный запах. Торцы обработаны. Ручная прошивка со сквозным отверстием. Внутри деревянный. Со сквозным отверстием. Там освещение у нас не ловит как-то. Тут лампу поменял я. Подвес кожаный. Ремешок. Так, все равно не ловит. Вот. Сам нож такой. Сказал, небольшой нож. Вот, 13,5. Вот такой нож. Здесь урок горного барана Чубуку. Сделал такой. Ну, чтоб самому каждый раз одно и то же не делать. Тут есть орнаменты. Вот. И тут надпись: брату от брата. Вот. Кованый дол. Клинок Х12 МФ. Очень хорошо держит режущую кромку. Прям. Я видео там заснял где-нибудь. Сейчас вставлю. Вот. Почему так? Потому что как-нибудь видео сниму насчет этого. Есть заточка односторонняя, да? Вот. Я здесь пользуюсь им. Он нужна очень сильно, ну, заострение такое тонкое нужно. Я делаю. Сейчас покажу. Вот. Ножны. Это его. У него односторонняя заточка. Его надо точить легко, вообще не думаешь даже. Поставил, да, плотно, вот. Раз. Здесь поправил. Все, он очень бридкий. И таким ясно понятно, что консервы не откроешь, да. Он именно под специальную работу. Вот. Если человек умеет пользоваться таким тонким, то вот такой заказывает.
Вот это вот. Правильности, неправильности вообще нет. А есть вот клиновидная заточка. Сейчас покажу, в чем разница. Берем так, ровно ставим, и там должен быть зазор. Камера, лови. Лови, камера. Надеюсь, есть, да? Видно, да? Вот он плотничком я ставлю. Тут есть зазор. Как бы между режущей кромкой и линейкой. То есть у него уклон такой. То бишь, если этот надо ставить плотно, да, то этот надо слегка под углом. Ну тут тоже понятно. Но царапать этот не буду. Покажу на уродце. Уродец, молодец. Вот он у меня. Вот так. Прям. И, наверное, видно, да, где вот он работает. Вот так и вот так. Так, так и вот так. Тоже, не знаю, нету сложности. Тут главное не закручивать его, чтобы тут линза не превратилась. Ровно. Тоже очень острый. Это у меня тут в мастерской они под разные задачи. Так вот, у него вот такая, и угол заточки, считай, если односторонняя, то тонкая, а если двухсторонняя, да, клиновидная, то она чуть толще, и нагрузку универсальная считается. Вот такой. Это как бы грубо не звучало, вот такая вот такой вот нож. Вот классный нож. Брат этот Александр заказал своему брату Евгению. Едет в город Ейск, Краснодарский край. Вот, хороший такой подарок. В описании будет ссылка на мой телеграм-канал. Я там инструкцию, как точить якутский нож, бесплатно раздаю. Заходите, скачивайте, смотрите. PDF-файл, он же. Человек, если в лесу интернет не ловит. Там вот инструкция есть, даже вот такие вот брусочки. Как себе сделать. Всего хорошего.